Тема профилактики социального сиротства продолжает оставаться актуальной и требуется комплексная профессиональная помощь семье, чтобы дать ей необходимый ресурс для преодоления сложных жизненных ситуаций. В Ленске вот уже 19 лет работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В прошлом году, благодаря администрации Ленского района, центр из ветхого деревянного дома переехал в каменное здание, оснащенное всем необходимым и теперь в полной мере оказывает помощь нуждающимся семьям. Основной его задачей является оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На учете 67 семей у нас, это СОП, да, социально опасные семьи. И плюс ко всему у нас еще ТЖС семьи. В среднем у нас охват по району 120 семей, с которыми мы работаем. То есть это большое достаточно количество семей, которые вот непосредственно находятся в поле нашего зрения. Работа разная. В основном, конечно, это патронажи. Это работа со всеми службами, которые у нас работают. Работаем мы вот и с органами опеки и попечительства в очень тесном контакте. Ни одно решение не принимается без обсуждения. Потом очень тесная связь с КДН, с ПДН, то есть со всеми структурами, которые по 120-му как бы входят. Мы везде по своим запросам, по своим задачам, мы везде находим ответ. Поэтому вот это тоже очень здорово помогает. Вот эта пандемия, она, конечно, накладывает очень серьезные отпечатки, потому что многие лишились работы, кто-то уходит значит, в отпуска всевозможные. То есть семьи как бы соединяются, живут вместе, и возникает очень много конфликтных ситуаций и с детьми, и между собой супруги. Кто-то уходит в совершенно крайнюю точку, да, то есть всякие ситуации бывают наиболее тяжелые. Социальная помощь семьям – приоритет центра. В 2020-м под руководством директора Натальи Александровны Мозговой был выигран грант главы республики. Центр оснастили необходимым оборудованием, начали реализовывать программы профориентационной работы со школьниками из семей группы риска, помощь подросткам в решении социально-психологических проблем, повышение уровня социализации и развитие навыков soft skills методом проведения серии образовательных мероприятий. Идея гранта пришла нам в силу того, что мы переезжали в новое здание, хотелось обновления не только в материально-технической базе, но и хотелось обновления в работе какого-то. И поэтому мы подумали с коллективом и приняли решение, что мы возьмем ранее предпрофессиональное самоопределение школьников. Почему это важно? Многие говорят: ой, вы какую-то не связанную с реабилитацией выбрали тему. А я утверждаю, что это самое, что ни на есть важное. Важное – показать ребенку, что у тебя есть будущее. И что ты для этого будущего должен сделать. Поэтому мы со своими коллегами сформировали такую вот позицию. Наш грант направлен на детей от 12 до 16 лет. Мы работаем с ними здесь, в центре. Работаем небольшими группами, где-то набираем всего 12 человек. Понимаете, что это дети сложные, дети, которые уже отрицают свое будущее, что оно будет неуспешным, что оно будет, что им все равно, такая вот позиция, да, у подростков. Поэтому, конечно, нужно было переломить эту ситуацию, перенастроить ребят, перезагрузить, в конце концов, вот такое слово не побоюсь сказать. Поэтому мы придумали такую тему. Тема интересная, тема очень такая, хорошо воспринимается обществом. Навстречу нам идут все организации, которые у нас есть в Ленске. Это и экскурсии, это и беседы, это и Центр труда и занятости, который рассказывает, какие льготы есть у несовершеннолетних, да, и при устройстве на работу, и при обучении, и при получении работы. То есть очень-очень пособий всевозможных. То есть очень важные такие вопросы, которые вряд ли кто-то из них знал.
Благодаря слаженной работе коллектива и огромному опыту директора центра, семьи, находящиеся на патронаже, получают возможность выйти из трудной жизненной ситуации. 90% детей возвращаются в кровные семьи, а есть и дети, переданные в приемные и опекунские семьи. К одной из таких семей мы отправились в село Нюя, село, имеющее 400-летнюю историю. В предвоенные годы Нюя и другие села Ленского района стали местом проживания депортированных спецпоселенцев – немцев, литовцев, финнов. Одни из нынешних жителей села – опекунская семья Ивановых. Ирина Геннадьевна и Василий Николаевич воспитывают родных племянников и внучку, по разным причинам оставшихся без попечения родителей. Что вы любите делать всей семьей? Расскажи. Мы любим рисовать. А еще девочки приучаются все делать сами, помогая по дому своей тете. Мы можем пропылесосить, убраться, полы помыть, все протереть. Мы любим ездить на природу, отдыхать там. Семья – главное в жизни 15-летней Ларисы. Моя семья Лариса, Вова, дедушка, мама, бабушка и дедушка. Благодаря своей тете и бабушке Ирине Геннадьевне Лариса, Лолита, Василиса и их старший брат Артем воспитываются дома, что, безусловно, благотворно влияет на них. Сейчас они совершенно другие дети, потому что они маленько уже учатся за собой ухаживать, как говорится, чтобы они следить за собой, за вещами, там, за своим столом, там, с комнатой, заставляю, чтобы они комнаты свои убирали, постели учу заправлять их. Ну, всему учу, что положено детям, как сказать, чтобы в школу ходили чистые, чтобы уроки, главное, делали, вот что. Успешное образование детям дает школа в селе Нюя. В ней реализуется федеральный проект «Точка роста». 12-летний Артем, брат Лолиты и Василисы, обучается в 5 классе, серьезно и увлеченно относясь к урокам. На уроке технологии 9-летняя Лолита учится делать различные поделки из бумаги. Осваивает творчество и 7-летняя Василиса. В этом ей помогают учителя и одноклассники. Их помощь и поддержка очень важны, ведь до этого Василиса, как и ее брат с сестрой, не могли полноценно и качественно учиться в силу ряда причин, в которых они находились в их родной семье. Получается, что у вас так сложилось, да, что вы взяли вот этих детей в себе, да? Вы не пожалели? Нет, если честно сказать, какое-то время я маленечко думала, правильно я сделала, нет, потому что это же такая ответственность, да, вы сами понимаете, да. Ну, сейчас я считаю, что вот когда, по первости, конечно, у меня были один такой, другой такой, они в один сторону, в другую сторону. И у меня, конечно, были сомнения, господи, я думала, господи, для чего, почему я это сделала? Ну, а сейчас у нас вот маленькому входим в ритм, дети уже, понимаете, уже не разбрасывают, уже все складывают, пришли со школы, и уже мне становится немножко легче. А иначе мне все это надо было самой делать, понимаете? Пришла, вижу, все раскидано. Все, мне приходится брать, звать их, чтобы они мне помогали. Вот. Ну, как-то было все. А сейчас я считаю, что у нас все сейчас потихоньку-потихоньку все укладывается. Благодаря заботе и опеке Ирины Геннадьевны и Василия Николаевича дети живут и воспитываются дома, и это самое главное, что необходимо каждому ребенку. Ведь семья дает человеку веру в себя и свое будущее. Этого милого малыша зовут Лев. Леве у нас 1 год и 4 месяца. Он у нас веселый, любит играть с игрушками, наблюдает. С детьми очень хорошо ладит. Учится ходить на ходунке, но пока не умеем кушать с ложечки. Да, Лёва?
Лёва любознательный и открытый ребенок. Он много лопочет и живо интересуется всем вокруг. Лёва проходит каждый год плановое обследование, наблюдается у специалистов и получает соответствующее лечение. Мы надеемся, что для Лёвы найдутся те, кто окружит его вниманием и заботой и станет для него семьей. Это у нас братья Сарел и Сандал. Сарелу 3 года, а Сандалу 2 года. Сарел у нас очень эмоциональный, любознательный мальчик. На занятиях он проявляет активность, предпочитает подвижные игры. Со сверстниками в группе он очень дружелюбен, малышам проявляет заботу, особенно к своему брату Сандалу. Сандал у нас очень ласковый, доброжелательный мальчик. Он с большим интересом узнает что-то новое, любит играть с машинками, конструктор. Вот, настольные игры тоже любит. Братья все время проводят вместе. Сарел проявляет интерес к занятиям. Сандал и Сарел очень подвижные и активные мальчики. Братья любят играть в различные игры. Мы очень надеемся, что Сарел и Сандал обретут семью. Убай, где Сандал?